Друзья, в следующей части выпуска я предлагаю поговорить с бывшим министром, вице-премьером по реинтеграции Республики Молдова Владом Кульменским, исполнительным директором Института стратегических инициатив, о конфликте, который сейчас мы наблюдаем между политической элитой Гагаузии и Илоном Шором. Насколько этот конфликт аутентичен, да, и что вообще Гагаузии и Республике Молдова грозит укрепление Илона Шора, политическое укрепление в Гагаузии. Влад, приветствую. Добрый день, Михаил. Спасибо за приглашение. Влад, спасибо большое, что согласился прийти и ответить на наши вопросы и объяснить нашей аудитории, ну, представить свою точку зрения на эти события, которые происходят в Гагаузии сейчас. Влад, такой вопрос. С этой точки зрения, чем грозит Гагаузии и Республике Молдова политическое укрепление Илона Шора в Гагаузии, если вообще чем-то грозит? Ну, конечно, если Гагаузия, вся Гагаузия превратится в политический филиал партии Шор, то это грозит постоянной конфронтацией в режиме нон-стоп. То тогда между Камрадом и Кишиневым и отсутствием какого бы то ни было рационального диалога, направленного на решение проблем. Не факт, конечно же, что вся Гагаузия будет превращена в политическое крыло партии Шора, потому что я смотрю, что Народное собрание, которое состоит из достаточно самостоятельных и сильных депутатов, сегодня сопротивляется тому, чтобы исполнительный комитет был назначен скопом, без голосования по отдельным кандидатурам, и чтобы практически партия Шора подмяла под себя и исполнительные, и законодательные структуры Гагаузии. Конечно, если это произойдет, то ситуация станет крайне сложной, потому что тогда будет совершенно непонятно, с кем и о чем разговаривать. Хорошо, а зачем Шору Гагаузия в данном случае, да? То есть зачем ему нужна Гагаузия, допустим? Мог бы закрепиться в другом или... Михаил, ну, вы знаете, мне кажется, что на самом деле вот эти обещания со стороны партии Шора построить космодром Байконур где-то там, да, то есть аэродром, там запускать космические корабли, Илона Маска и так далее, это все всего лишь предлог. Мне кажется, что Гагаузия сегодня нужна партии Илону Шору для того, чтобы использовать автономно-территориальное образование в своей борьбе с Кишиневым. По сути, использовать Гагаузию в качестве тарана для попыток смены власти в Кишиневе, для попыток свержения власти в Кишиневе. О чем, кстати, напомню вам, новоизбранный башкан Гагаузии Евгения Гуцул прямо заявлял в своей инаугурационной речи. Но как вы думаете, при такой постановке вопроса возможен ли рациональный диалог между Кишиневым и Камрадом? Ну, с моей точки зрения, он невозможен, и Илону Шору, очевидно, не нужен диалог между Кишиневым и Камрадом. В данном случае я бы хотел понять, вообще услышать вашу точку зрения на как бы позицию гагаузских элит вообще. Вот этот вот конфликт между Константиновым и Шором, который мы наблюдаем сейчас, с вашей точки зрения, он аутентичный или они разыгрывают какую-то комбинацию? Я уже вообще, честно говоря, перестал понимать это, потому что я вижу, что позиция меняется там едва ли не еженедельно, ежемесячно. Как говорил когда-то президент Воронин, люди виляют. И, мне кажется, что открытый честный диалог, он все-таки, мне кажется, привел бы к намного более серьезным результатам. Послушайте, но мне кажется, что вот, такая постановка вопроса, вернее, попытки Илона Шора партии Илона Шора подмять под себя Гагаузию для того, чтобы использовать ее в противостоянии с Кишиневым, они не входят ни в интересы гагаузских элит, ни в интересы гагаузского народа, ни в интересы Кишинева, ни в интересы ни одного из жителей Республики Молдова. Потому что от такого конфликта, от втягивания всей Гагаузии, всей автономии в конфликт с Кишиневым выиграет только политическая партия Шора и больше никто. Больше ни один человек не выиграет, все остальные проиграют. Поэтому мне кажется, что элита Гагаузии, политическая элита Гагаузии хорошо осознает этот факт. И я очень надеюсь на то, что депутаты Народного собрания все-таки сумеют отстоять свою автономность, свою независимость, сумеют проводить политику в интересах гагаузской автономии, в интересах жителей автономии и сумеют наладить конструктивные пути, каналы коммуникации с Кишиневым. Потому что я вам напомню, что практически все предыдущее руководство Гагаузии, несмотря на то, что практически многие лидеры гагаузской автономии приходили к власти
под эгидой тех или иных политических партий, они достаточно быстро отстранялись, если хотите, от этих политических партий и вели политику в интересах автономии, вели политику в интересах ее жителей, потому что того требует рациональный диалог. Очень важно, чтобы руководители автономии, они не были аффилированы слишком тесно с той или иной политической партией, потому что тогда, по сути, ты всегда будешь играть на стороне одной политической партии против другой политической партии. И часто та партия, против которой ты играешь, она находится у власти. И, конечно же, если не сохранять вот эту равноудаленность от политических партий, то тогда будет очень сложно выстраивать политический диалог с Кишиневым, потому что не секрет, что партии в Молдове меняются у власти достаточно часто. Вот. И поэтому, мне кажется, для Гагаузии важна эта равноудаленность, и даже предыдущая Башкан Ирина Влах, она эту равноудаленность, она умела выдерживать. Ну, она это понимала по-своему, она это понимала как, значит, перебегание от одной политической партии к другой, но тем не менее эта равноудаленность в той или иной степени существовала. То есть Ирину Влах нельзя было причислить никакой политической силы, никакому политическому формированию. Значит, ну и она во многом работала, исходя вот из интересов гагаузской автономии, как она их понимала. Хорошо, а вот чем грозит? Ну, просто вы сказали, что, я надеюсь, гагаузские политические элиты и депутаты понимают, что закрепление партии ШОР угрожает им. А если не понимают, вы могли бы, ну, как бы, с политтехнологической точки зрения, допустим, ШОР закрепляется сейчас, дальше за этим что следует? Дальше, очевидно, открывается оперативный простор для него на местные выборы. И что это означает для них? И потом на выборах, очередных выборах депутатов Народного собрания, где, как мы понимаем, ШОР требует, чтобы все шли под его флагами, ни в коем случае не независимыми депутатами. Это из того, что мы слышим, что происходит в Гагаузии. Вы абсолютно правы, я не хочу строить никаких апокалиптических сценариев. Хотя, конечно же, я хорошо себе представляю, как, знаете, шаг за шагом, слово за слово и так далее, значит, ситуация может зайти в глухой тупик, и очень хотелось бы такого развития ситуации избежать. Ну, во-первых, партия ШОР, насколько я понимаю, центральное правительство сегодня достаточно серьезно работает над тем, чтобы срезать, значит, не допустить источники незаконного финансирования. То есть вот выполнение всех этих обещаний, которые были даны там, по строительству космодрома Байконур в Молдове, в гагаузской автономии, ну, это будет сделать совершенно не так просто. Пообещали на 500 миллиарда. Значит, посмотрим, что из этого будет выполнено. Первое. Второе, значит, ну, мне кажется, что и в Кишиневе должны проявить мудрость, понимание и, значит, разделить политическую борьбу с партией ШОРа и сотрудничество с гагаузской автономией. Потому что нельзя ни в коем случае мешать эти две вещи. То есть нельзя под видом борьбы с партией ШОРа, значит, в гагаузской автономии начать, ну, например, там, менять статус гагаузской автономии. Да? Ну, кто его знает, какие идеи могут кому в голову прийти. Я уверен, что этого делать не будут. Я уверен, что не будут трогать ни закон 94 года, ни закон 97 года. Но, тем не менее, для ШОРа, понимаете, для его партии, чем глубже противостояние между Камратом и Кишиневым, тем лучше. Вот его интерес заключается в том, чтобы Кишинев с Камратом перессорились, передрались, чтобы была конфронтация. Ну, чтобы, по сути, Камрат сегодня и Гагаузия выступала в роли тарана такого, который, как они сказали, они уже об этом заявили, снесет власть в Республике Молдова. Ну вот, если, конечно, Гагаузия даст себя втянуть в такой метод политической борьбы, то хорошо от этого не будет никому. Я уверен, что никто в Гагаузии за такое не голосовал. Я абсолютно в этом уверен. Значит, и посмотрите, сегодня партия ШОРа, по сути, первая партия, которая в истории автономии, гагаузской автономии, представитель которой, Башкан Евгений Агуцул, по сути, призывает напрямую к свержению центральной власти в Кишиневе. Первый раз такое я слышу от гагаузской автономии. Да, раньше были постоянно противоречия, и это нормально. Были споры о том, как распределяются экономические потоки. Было очень много разных там спорных моментов. Но они все, как правило, решались в рамках диалога, да, между Кишиневым и Камратом, различные площадки. Сегодня нет практически ни одной площадки, и от представителя, значит, от Башкана автономии мы слышим призывы к свержению власти в Кишиневе. Ну, куда уже дальше? Влад, вот раньше, ну, буквально, не знаю, еще год назад, особенно 1,5 года назад, и еще больше, еще чаще мы это слышали, допустим, еще раньше, о том, что Гагаузия — цветок в Республике Молдова, позитивный пример интеграции, позитивный пример разрешения конфликтов на постсоветском пространстве, практически единственный такой пример. Вот сегодня Гагаузия воспринимается так же, да, и все хотели работать с Гагаузией, вкладывать в Гагаузию.
как бы доноры подумали, что если они дадут Гагаузии больше денег, то Гагаузия каким-то образом изменит свое поведение. Вот сегодня какое отношение к Гагаузии в том же Кишиневе среди политических или среди экспертов и среди международных партнеров, если вы можете прокомментировать эту часть? Михаил, ну, во-первых, надо сказать, что люди абсолютно не виноваты в том, что они проголосовали так, как они проголосовали. Это их выбор. Я понимаю прекрасно, что социально-экономическая ситуация непростая во всей Республике Молдова. Она непростая. Поэтому, конечно же, всем абсолютно хочется, чтобы ситуация социально-экономическая улучшилась, чтобы были больше зарплаты, чтобы были меньше цены. Это все абсолютно нормальные, понятные чувства, и любое правительство должно стремиться именно к этому. Я уверен, что будут продолжать работать с гагаузской автономией, с людьми гагаузской автономии, с местными органами власти. Понимаете, политические партии, они приходят и уходят, да, а вот институциональные отношения между Кишиневым и Камратом, они остаются. Поэтому настолько важно их, и поэтому очень важно их продолжать. Несмотря на сложности, продолжать, значит, налаживание диалога, продолжать решение проблем. Я вам скажу, что в конечном итоге они все равно всегда находили способы эти проблемы решать. Я уверен, что будет все так же и на этот раз. Я уверен, что возобладает мудрость, конструктивный подход, и будут найдены пути диалога непосредственно с людьми, которые живут в гагаузской автономии, с конструктивными представителями политической элиты, потому что, поверьте мне, я думаю, что в гагаузской элите немного тех, которые поддерживают призывы Башкана свергать власть в Кишиневе. Честно вам скажу. Я думаю, что если вы проведете такой опрос среди гагаузской элиты, то наверняка вы там вряд ли найдете кого-то, кто разделяет такую точку зрения. Значит, я знаю очень всех практически коллег в Народном собрании. Я думаю, что в Народном собрании вы там даже и одного-двух депутатов не найдете, которые будут поддерживать вот такую постановку вопроса. Я понимаю, что и Народному собранию сегодня тоже совсем не нравится то, что происходит, то, что его пытаются подмять под себя, пытаются поставить, встроить в встроенную шеренгу политической партии ШОР. Это, я думаю, к хорошему не приведет, потому что многие политические партии пытались в свое время подмять под себя полностью Гагаузию, гагаузскую автономию, и, честно говоря, насколько я помню, это ни у кого не получалось, потому что в конечном итоге есть интересы автономии, именно они должны будут превозобладать. Уверен, что и партнеры международные, и власти в Кишиневе продолжат конструктивную работу и сотрудничество, и сорвать вот тот конструктивный, вернее, сорвать вот ту модель взаимоотношений между Кишиневым и Камратом, которая существует сегодня, будет непросто. То есть нужно понимать, что и последствия этого будут далеко идущими, да и, честно говоря, мне кажется, шансов на то, что партии ШОР удастся это сделать, немного. Хорошо, вот Константинов вчера прокомментировал ситуацию конфликта, который возник с Илоном Шором, и сказал, что он ездил в Израиль сразу после того, как были объявлены результаты выборов, и они договорились, что Шор не будет лезть в политику. Как бы странно слышать о том, что да, Шор столько денег вложил и не будет лезть в политику в Гагаузии. Да? Да. И Константинов озабочен тем, что Башкан не будет способствовать налаживанию диалога с Кишиневым. Как вы думаете, Константинов действительно озабочен диалогом с Кишиневым или это просто элемент торга? Но опять же. Мне кажется, выглядит так, что ему много пообещали, но мало дали. Вот. Что пообещали, что по сути как бы гагаузские элиты будут управлять автономией, а получается так, что партия ШОР пытается поставить под свой контроль политические элиты Гагаузии и самой управлять и рулить регионом, самой управлять и рулить автономией, ее политикой, еще раз скажу, использовать Гагаузию в своей политической войне против Кишинева. Я не думаю, что Дмитрий Георгиевич Константинов согласен с такой постановкой вопроса, по крайней мере, я от него неоднократно слышал, что конструктивное взаимодействие с Кишиневым – это одна из основ функционирования, одна из основ жизнедеятельности автономно-территориального образования Гагаузии. Мне кажется, что это грамотный подход. Хорошо, а вот что депутаты могут сделать? Сейчас мы видим, что мяч на стороне депутатов Народного собрания. От них зависит, утвердят исполком Евгений Гусул, который представил ШОР, не утвердят. Вот что бы они могли предпринять для того, чтобы, ну, скажем, ограничить вот эти вот поползновения партии ШОР в Гагаузии и попытки захватить власть здесь, фактически?
Михаил, мне кажется, что в идеальном варианте в пятницу, по-моему, если я не ошибаюсь, на пятницу назначено первое голосование. А на пятницу не будет утвержден этот состав Народного собрания. И потом дальше... Исполкома, извините, да. То Да. есть не будет утвержден этот состав исполкома. И потом дальше пойдет уже конструктивное предметное обсуждение кандидатур. Потому что такое предметное обсуждение кандидатур нужно. Что в конечном итоге будет достигнута договоренности о том, что, допустим, первые заместители Башкана, они будут людьми достаточно конструктивными, способными наладить диалог с Кишиневым, у которых есть желание наладить такой диалог с Кишиневым, а не заниматься исключительно конфронтацией с Кишиневым. Вот я надеюсь, что такой вот процесс, значит, поименного утверждения каждого из членов исполнительного комитета, он все-таки сможет выровнять ситуацию. Вот, мне кажется, в этом смысле Народное собрание могло бы сказать свое слово очень-очень серьезно. То есть не просто, как бы, знаете, проголосовать за это все пакетом, а действительно проконтролировать, кого назначают в исполнительный орган власти. Тем более, что я так понимаю, что это была практика предыдущих лет. Всегда происходило именно так, голосовали поименно за каждого кандидата, и мне кажется, что это было бы правильно. Да? Ну и вот один из критериев – это в какой степени, значит, назначаемый человек сможет добиваться тех или иных целей, которые стоят перед этим соответствующим ведомством или перед этим направлением работы. Ну, а для этого, конечно же, нужна нормальная конструктивная работа и сотрудничество, и не просто там лозунги, которыми мы там обвиняем в чем-то кого-то, друг друга, а, значит, сами не можем посмотреть себе под ноги. Влад, а вот даже если утвердят, допустим, исполнительный комитет на 50%, все равно не даст ли это возможность Шору или дальше времени реализовать свои планы в любом случае? Да? То есть как бы вот, утвердят не полный состав, а утвердят только 50%. В любом случае это Шор закрепляется и дальше получает какую-то основу под ногами и возможность действовать дальше. Да, Михаил, ну я думаю, что здесь нам стоило бы посмотреть в предысторию, в историю вообще, да, исполнительной, законодательной власти в автономии, да. Да. Ну, вспомните, было много таких попыток. Много попыток было поставить это под контроль одной партии. Они все заканчивались, как правило, неудачей. Я думаю, что и эта попытка тоже закончится неудачей, потому что все-таки выборы в Народное собрание – это процесс демократический, процесс честный. Там представлены депутаты, значит, из различных округов. Вот. И ну, так вот их подмять под себя и подставить под свой контроль, пока что, честно говоря, я не помню прецедентов. Возможно, вы напомните, но я не помню прецедентов, когда это кому-то удавалось сделать на длительный период времени. Потому что все равно потом шел процесс пересмотра этого всего. Я думаю, что так же точно будет из партии Шора. Не получится эта история. Значит, подмять под себя все органы власти в Гагаузии, законодательную, исполнительную, и потом тараном идти на Кишинев. Вот так это точно выглядеть не будет, потому что в Гагаузии есть достаточно длительная демократическая традиция, есть очень много людей, я думаю, большинство людей, которые понимают ошибочность этого курса и его полную бесперспективность, потому что никуда, кроме тупика, это не заведет. Это всего лишь ухудшит взаимоотношения Камрата и Кишинева на долгий период времени, а в конечном итоге, ну ведь все равно же процесс распределения бюджетных средств, процесс выделения, значит, проектов, грантов, кредитов, он должен идти, несмотря ни на что, да? И неужели кому-то кажется, что Шор сможет дать Гагаузии больше, чем нормальная работа с центральными органами власти, откуда, собственно говоря, распределяются бюджеты, финансы, откуда идут проекты, откуда идут дороги, откуда идет все. И вот именно, мне кажется, на этот процесс нужно было бы обратить намного больше внимания для того, чтобы серьезно, предметно и системно говорить с Кишиневым о том, значит, какие объемы финансирования выделяются Гагаузии, что где недополучают, что где неправильно, сесть посчитать это все. Ну вот такой процесс важнее, чем верить каким-то обещаниям о том, что вам там, значит, вам построят там аэропорт и цветущие сады, и на $500 миллиарда сделают инвестиции. Ну даже сделают, а дальше-то что? Что дальше? То есть это же так, понятная история, что это так продолжаться вечно не будет. И у Гагаузии есть свои интересы, и этот интерес вот именно в налаживании такого нормального конструктивного диалога, подсчитанного, справедливого, честного. Но он обязательно должен быть. И терять этот диалог нельзя ни в коем случае. Ну хорошо, и, наверное, последний вопрос. Ну, понимаете, очень многие в Гагаузии боятся того, что Шор придет как таран, используя те методы, которые он использовал на выборах Башкана, и тогда перед этим не устоит абсолютно никто. Этого очень сильно боятся в Гагаузии. Нет ли опасности, что он может сменять, в принципе, весь состав примаров, используя эти методы, и весь состав Народного собрания, используя эти же методы? Ну, наверняка есть такая опасность, но опять же таки, насколько это устойчиво и долгосрочно, Михаил, да, то есть это вопрос. Ну, нельзя же просто взять там
Ну что потом, купить всю Гагаузию, потом купить всю Молдову? Ведь все равно же мы-то ведем с вами речь о развитии, да, а Ну вот да. это не развитие, это регрессия. То есть развитие — это совершенно другая история. Это совершенно про другое, это взгляд в перспективу. Влад, я благодарю вас за то, что пришли к нам в эфир, прокомментировали ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Спасибо вам большое, спасибо, До доброго свидания. вечера. До свидания.